Беларуси. Еврорадио.FM. Прывітанне сябры ў жывым эфіры Еўрарадыё Марыя Вайтовіч, а таксама нашыя госці гэта Тацяна Шчуко і Алена Свядрыцкая. Вось гэта кампаньёнка Тацяна Шчуко, а пра Тацяну я зараз вам усё распавяду. 2 гады таму Тацяна Шчуко нарадзіла дачку Варвару і зразумела, што як бы хто не казаў, што пра нашу вось сацыяльную дзяржаву, так у Беларусі маладой маме, акрамя таго, як сядзець дома з дзіцём, рабіць абсалютна няма чаго. Каб не звар'яцець у 4 сценах, госці жывога эфіру Еўрарадыё, так, Тацяна арганізавала праект «Мамскі двіж». Вось, і даказвае, што мацярынства зусім не нагоды для адзіноты, так? Вось, а яшчэ Тацяна Шчуко збіраецца адкрыць у Мінску мамскі дом. Вось, зараз сёння мы з вами празмаўляем, што гэта такое, навошта ён нам патрэбны, так? Вы свае пытанні можаце пакідаць пад нашым жывым эфіры ў сацыяльных сетках, кантакце, аднакласніках і фейсбуку. А мы пачынаем здалёк. Вось, Тацяна, я ведаю, што яшчэ да нараджэння дзіцяці у цябе быў такі вельмі актыўны лад жыцця, ты танчыла. Вось як гэта было, увогуле, вось трошки про сябе распавядзі, калі ласка, нашим слухачам и глядачам. Да, танцую я сколько себя помню, а помню я себя урывками с 3 лет. Сначала это были детские коллективы, различные конкурсы, гастроли за границу. Потом я поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств на специальность хореографа-балетмейстера. В общем-то, выступала со многими артистами эстрады у нас в стране. Долгое время работала с Искуе Балян в качестве артиста и потом уже хореографа-балетмейстера в ее коллективе. Ну и в 24 года я созрела на создание своего проекта. И, в общем-то, до сих пор являюсь руководителем одного из лучших танцевальных проектов Radical Fashion, чем очень горжусь, радуюсь. Вот. В общем, жизнь била ключом и продолжает бить. Ясно. І вось 2 гады таму у цябе нараджаецца Варвара. Памятаеш, вось як пачала мяняцца твоё жыццё, калі ты даведалася, што у цябе будзе дачка? Вось менавіта з таго моманту. Вось. Когда я еще была беременная, я поняла, что предлагаемые модели материнства меня не совсем устраивают. Ведь как принято у нас в обществе, либо ты мама и полностью фокусируешься на интересах ребенка, быте и теряешь свое любимое дело, либо ты мать-карьеристка, вешаешь ребенка на шею няни бабушек и, в общем-то, теряешь эти счастливые моменты роста ребенка. Мне казалось это слишком жестоким, и я искала альтернативные философии, концепции материнства. Мне очень повезло, что на том этапе я нашла свою нынешнюю наставницу, у которой по сей день обучаюсь экологичному материнству, Юлию Гусаковскую. В своем центре Юлии Гусаковской-Старовойтовой она как раз и учит концепции легкого, простого, счастливого материнства, активного и совместного со своим ребенком. В общем, в этом центре я утвердилась в своей позиции активного материнства, и уже после рождения ребенка его начала притворять в жизнь. То есть уже с 10-го дня я пошла с ребенком на лекцию. Когда Варваре исполнилось 3 недели, я начала ходить на репетиции с проектом. Ну и, в принципе, все деловые встречи, кафе с мужем, даже палаточный лагерь на неделю в 6-месячном ее возрасте. Все это Варвара проходила вместе со мной. Я считаю, что если род деятельности позволяет маме присутствовать на каких-то мероприятиях вместе с ребенком, то ничто не должно ей помешать. Никакие установки, ни общественные ограничения. То есть мне кажется, что это легко и на самом деле легче делать, чем если на кого-то оставлять. Да, если на кого-то оставлять. Переживать потом, что там с ребенком. Да, да. До рэчы, вось, Алена, вось мы трошки ведаем про Тацяну, і з Тацянай я знаёма ўжо давно. А распавядзіце, вы таксама матуля, так? У вас ёсць дзіця, і вы згодны з тым, што распавядае Тацяна?
Да, у нас приблизительно одинакового возраста дети. Мы с Таней знакомы тоже из детства, вместе танцевали. Я случайно увидела статью про Татьяну в Фейсбуке, и так случилось, что мы уже здесь, в Минске, снова у нас появился с Татьяной контакт, и я узнала о мамском движе, ну и, соответственно, присоединилась к нему. Я была до этого активная мама, но когда присоединилась к мамскому движу, поняла, что у меня есть еще больше какой-то ресурс, и я могу еще быть более полезна, активна для народа. И поэтому благодарна, что в моей жизни вот появился этот мамский движ. Але пра мамскі движ мы трошки пазней распавядзем падрабязней. Мы закранем такую тэму. Вось скажыце, Алена, я ведаю, што ёсць матулі ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, якія як мага далей адкладваюць сваю цяжарнасць. Так? Вось яны такія актыўнасці, яны баяцца таго, што, магчыма, нейкая цяжарнасць вось дзіцяці і перашкодзіць весці той лад жыцця, да якога яны проста ўжэ прызрушыліся, так, і які ім падабаецца. Вось як вы лічыце ўвогуле? Гэта вялікая праблема для Беларусі і чаму? Да, я думаю, это большая проблема. Я сама долго думала, потому что в моем окружении тоже есть люди, которые откладывают этот момент. И я задавалась вопросом им и себе, почему. И я поняла, что у нас есть определенные, наверное, стандарты какие-то, на которые люди смотрят и понимают, что а как я буду дальше жить? Вот у меня есть карьера, вот у меня сейчас есть все, и как я это оставлю? Кем я буду? Что я буду? Женщины боятся выпасть, да, на этот период из какой-то социальной жизни. И я думаю, что главная проблема — у нас мало примеров, где мама вместе с ребенком может строить свою интересную жизнь, да, быть интересно, быть полезно обществу. И очень важно, и я думаю, что это один из главных моментов, что Таня показывает своим примером, как можно реализовать себя вместе с ребенком на руках. Я думаю, что... и еще мне кажется, что у нас мало мест, да, где мама вместе с ребенком могла бы прийти, все бы условия для этого были созданы. На самом деле у нас на это не рассчитано. А як вы лічыце? Я считаю, что многим мамам мешают внутренние установки. Действительно, я и сама долгое время не решалась пойти на этот шаг, потому что мне казалось, что где я найду еще время для требовательного маленького существа, ведь все мое время было вложено полностью в творчество. Но все изменилось, когда у меня появился муж, и когда у нас появился наш самый главный проект, мы захотели ребенка, когда вот это желание стать мамой стало настолько велико, что просто начались реформации. Ты реформируешь свое окружение, свой образ жизни, ты делегируешь какие-то свои обязанности, ты реформируешь свой мозг, свое мышление, и ты понимаешь, что да, вот все, ты готов, и будь что будет, и все будет. На самом деле, когда я была беременна, у меня как будто бы дополнительные турбины подключились, и особенно вот на последнем триместре, как ни странно, я сделала 2 тяжелейшие, сложнейшие постановки, организовала презентацию со СМИ и различными арт-агентствами, создала коллекцию дизайнерскую, все это вот буквально за полгода, и мне кажется, что многие мамы, боясь отпустить настоящее, не понимают, что ребенок дает намного больше. Он дает намного больше сил, энергии, дает какое-то понимание жизни, мироустройства, которое до рождения тебе было недоступно. Когда появляется ребенок, в конце концов, он тебе
дисциплинирует. Если ты до этого мог полениться, полежать, у тебя было свободное время, свободный график, ты сам себе был хозяин, да, сейчас, естественно, ты не можешь быть сам себе хозяин, и вот тот режим, который так или иначе утверждается в твоей жизни, он тебя подстраивает под деятельность, ты становишься более активным, если ты к этому изначально направлен, если ты принимаешь реальность, которая происходит с тобой. Поэтому мне кажется, что те установки, которые внутри и в обществе царят, их просто немножечко надо менять. И дать возможность мамам действительно попробовать. Очень многие мамы мне пишут, что они не могут решиться на простейший шаг, прийти на мероприятие, потанцевать с ребенком, просто прийти послушать спикера. Это для них подвиг. Просто потому, что в обществе пока есть какая-то блокировка, есть еще какие-то установки, мешающие маме выйти, заняться своими интересами. А як ти думаєш, що ввогуле перешкаджає гэтаму? Так, ці нейкія псіхалагічныя, унутраныя, ці нейкія, ну добра, там нейкія установкі, окей. Вось, а што ёсць такое, ну я думаю, ты са шматлікімі мацямі, ну, працуеш, так, размаўляеш. Вось, што ты адчуваеш ад іх? Мне кажется, здесь можно копнуть очень глубоко и затронуть тему поколений, да, поколений X, Y, Z, которые сменяют друг друга. И мы знаем, что вот поколение X все-таки сфокусировано было на детях. Вот тогда был, ну, назовем это тренд, да, ставить в центр вселенной ребенка и его максимально оберегать, пробовать различные методики воспитания, ну и максимально отдавать свою энергию туда. Это сейчас... наши бацькі, так, поколение X? Нет, это уже следующее поколение. Я думаю, что даже вот 40 лет где-то так, да, то есть сейчас уже поколение Y, они уже склонны понимать концепцию саморазвития. То есть мамы уже готовы понять, что саморазвиваться необходимо. Это уже часть жизни, это не просто какое-то удовольствие и роскошь, это уже необходимость, потому что кому интересна мама, личность, в принципе, без каких-то своих интересов, своих планов, целей и так далее. Это ведь не только маме нужно, но и ребенку, который видит активную маму, у которой есть свои интересы. Мужу интересно всегда будет общаться с таким человеком. Ну и что говорить про окружение и общество в целом. Естественно, когда женщина занимается своим любимым делом и приносит пользу людям, миру, делает какой-то вклад в мир, ну, становится только лучше. Не зря говорят, да, счастливая мама, счастливая семья. Вот сейчас немножко, наверное, вот эти ценности, приоритеты относительно мамы сместились, поэтому и потребность мам на сегодняшний, она немножко другая, чем это было раньше. Добра, а вось, Алена, ты памятаеш, што было, ну, у цябе, калі ты нарадзіла дзіцяці таксама быў такой момент? Я могу сказать, было, конечно, непросто, потому что нет в окружении бабушек, нет в окружении помощи, но у меня как-то оно все само собой начало происходить, что мы ребенка брали везде. І пра гэта мы паразмаўляем пасля перапынку невялікага. Таксама мы паразмаўляем пра мамскі дом і мамскі двіж. Заставайцеся з намі. Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. То значит точно бы умер, сожженный пламеньями диких предательств.
Но мне не сдержаться в заброшенной улей. Нету крыльев, нету средств, нет откуда. Да и ключи поломали, и замки посрывали, обожгли мне ресницы, возвращаться неладно. Не оставлю. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. 25 студзеня Александр Лукашенко ўручыў дыпломы і атэстаты навукоўцам ды паставіў ім задачы. В масштабах своей страны мы должны вместе работать прежде всего на достижение государственных стратегических целей, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность Беларуси, укрепляя наш суверенитет и направляя свой талант, мастерство на создание, менять весь мир к лучшему, поднимать человечество на новую ступень развития, потому что там, где высоко стоит наука, высоко будет стоять и человек. Адной з найважнейшых задач Александр Лукашенко лічыць перапрацоўку другаснай сыравіны. Мы не такія багатыя, каб кінуць гэта, заявіў Александр Лукашенко. Беларусы часта бываюць расхлябанымі і разбэшчанымі. Нам трэба над гэтым працаваць, закончыў кіраўнік дзяржавы. У гандлёвым цэнтры кітайскага горада Чанчунь адбылася серыя выбухаў. Пра гэта паведамляе кітайскі тэлеканал CGTN. Выбухі адбыліся на 30-м паверсе гандлёвага цэнтра Ванда Плаза. Вядомая пакуль пра аднаго загінулага і некалькіх параненых. Мужчына кідаў выбухоўку з вакна хмарачоса, як пішуць некаторыя выданні. У суседняй Украіне разглядаецца магчымасць абвяшчэння нацыянальнай эпідэміі адзёру. Гэтак у Харкаўскай вобласці за апошні тыдзень захворвальнасць падрасла адразу на 40%. Усяго з пачатку году захварылі 281 чалавек, з іх 42% дзяцей, што, праўда, няма смяротных выпадкаў. Еўрарадыё.фм. Сябры, мы вяртаемся ў нашу студыю, у студыю жывога эфіру Еўрарадыё. З вами працуе Марыя Вайтовіч. Таксама я нагадваю, што нашыя госці сёння гэта Тацяна Шчукова, кіраўніца праекта «Мамскі движ», і яе кампаньёнка гэта Алёна Свядрыцкая. Вось, Тацяна, распавядзі, калі ласка, вось мы з цябе сёння знаёмім нашых гасцей, таксама нашых слухачоў знаёмім з табою як кіраўніца праекта «Мамскі движ». Што такое «Мамскі движ»? «Мамский движ» — это обучающее и развлекательное мероприятие для мам, на которых присутствуют дети. Я помогаю мамам стать немного счастливее. А можаш трошки падрабязней распавесці, калі гэта ўсё у цябе пачалося ў тваім жыцці, так? Я трошки разумею, напэўна, калі нарадзілася дачка, ці трошки пазней. Вось як гэта пачыналася і да чаго гэта ўсё прывяло? Да, ну, конечно, это не сразу после рождения дочки началось. Мне нужно было созреть немножко и, может быть, какой-то смелости набраться. Прошлой осенью я пригласила всех мам поучаствовать в марафоне «Мамские танцы». Марафон заключался в том, что нам нужно было пройти 4 занятия и выступить публично в галерее Минск на проекте «Танцы». В общем, марафон этот имел очень большой успех, большой ажиотаж среди мам, среди СМИ, среди партнеров. Много появилось желающих подарить активным мамам какие-то подарки. То есть настолько это все было живо, весело и интересно, что мы не захотели прощаться. У мам появился запрос по стилю, так как вторым моим увлечением и, ну, так скажем, интересом жизни это является стиль и мода, поэтому... Это вельмі заўважна, так? Паглядзець на Тацяну. Поэтому я организовала курс по стилю, и это
одна из таких, можно сказать, важных тем для мам, которые часто теряют свое индивидуальное лицо после рождения ребенка, прячутся в джинсах, в балахонах и не могут понять, где же их личность. То есть мы на первом курсе разбирали это все, находили подход лично. А потом пошли мамские бранчи. Это мы собирались в различных заведениях города. Я приглашала эксперта на различные темы. Это и личный бренд, и мужчина-женщина, и женские деньги, и даже затрагивали тему секса после рождения ребенка. Вот. В общем, все так динамично проходило. Недавно был курс по этикету, лаборатория призваний, где мы находили свое призвание. Сейчас разрабатывается мамский стартап, где мы будем обучать мам начать свое дело и правильно его вести и продвигать. В общем, проекту всего 1 год, но аудитория растет, и с каждым месяцем добавляется 300 участниц, уже у нас 5000 человек в нашем сообществе. Мы провели около 100 мероприятий за этот год, собрали около 500 человек на вот все наши встречи. И на данный момент появилась потребность нашу концепцию и философию погрузить в какое-то определенное место, чтобы оно отвечало всем нашим запросам. Але гэта трошки рано, мы зараз знову давайте. Я запытаюся у Алены. Алена, скажи, калі ласка, а ты была хоць раз на таких сустрэчах, про які распавядае нам зараз Татьяна? Конечно, я не была, наверное, только на первом сезоне мамских танцев, а на всех остальных мероприятиях, все сезоны мамских танцев, курс по этикету, курс по стилю, которому я безмерно благодарна, потому что на нем я тоже нашла свои фишечки. Если что, у меня были длинные раньше кучерявые волосы. Вот, после этого я осмелилась немножко преобразиться. Я еще в поиске себя, поэтому всем, кто вот чувствует, что чего-то ему не хватает, да, и в поиске. Я думаю, что мамский движ поможет вам найти то направление, да, куда вам дальше двигаться, преображаться или найти какие-то знания, да, которых вам не хватает. Вот для мамы это прекрасная концепция. А вы памятаете, с какими проблемами приходили іншие мамы на гэтые встречи? Да, ну, мы сейчас общаемся, причем получается так, что дети вырастают, какие-то мамы уже не приходят на мероприятия, какие-то новые приходят. Знаю, что у многих мам не хватает мотивации, у кого-то не хватает поддержки, кто-то в поиске себя говорит: я хотела бы чем-то заняться, но я не знаю чем. И я думаю, что все эти мероприятия, знания, которые организует Таня, они просто помогают женщине немножко понять себя больше, понять вообще, куда дальше двигаться, в каком направлении развиваться и искать себя. Дякую. Я хотела запитаться про секс. Так. Але ж не буду, але ж запытаюся пра іншае. Скажыце, вось вы такія вось крутыя, так? Скажыце, а дзе ў гэты весь час дзеці? Ну, гэта ж першае пытанне, якое задаюць маці. Яны ж кажуць, што мы ў 4 сценах сядзім дома з дзіцямі, нікуды не можам хадзіць, увогуле все такія. Дзе дзеці, калі вы сустракаецеся, так размаўляеце? Вы имеете в виду на мероприятие «Мамский движ» или прямо сейчас? Не зараз. Менавіта, калі ваши мероприятия. Ну, так, в общем-то, в этом и суть нашего проекта, что мы встречаемся на все наши мероприятия, и мы можем встречаться, обучаться, танцевать, развлекаться и делать все вместе с нашими детьми. Нам не нужно искать, с кем оставить, а потом думать, как же он себя там чувствует, или кто-то чувствует себя обязанным, чувствует вот какое-то такое внутреннее напряжение по этому поводу. Как раз-таки я и хотела решить эту проблему для многих мам. Многие мамы вообще не могут оставить ни с кем ребенка по различным жизненным ситуациям, и поэтому это прекрасная возможность продолжать жить наполненно и счастливо вместе с ребенком.
Да, причем, ну, что для меня актуально, что все мероприятия проходят днем, и ты спокойно можешь с ребенком, да, уделить днем время и себе, и ребенку, при этом вечером быть дома с семьей, уделить время также мужу. Цікава, але ж вось як гэта сядзець, размаўляць на свае тэмы, займацца танцамі, и тут дети. Что робят дети в этот час? Абсолютно разные вещи делают дети. Один кушает. Да, так как у нас дети разного возраста, соответственно, у них разные интересы и разные потребности. До 6 месяцев дети, ну, вообще, самый, наверное, простой возраст. Поел. Да, поспал, поел, на руках полежал. В общем-то, после 6 месяцев, вот даже Алена начала приходить, и я начала, в принципе, этот мамский движ 6-месячного возраста Варвары. Мы приносили коврики, приносили какие-то игрушки, дети ползали, между собой знакомились, общались, дети постарше тоже начинают учиться социализироваться. То есть здесь важно тоже вот этот момент социализации для детей. Они встречаются друг с другом, потому что очень мало мест, действительно, где дети могут увидеть других детей, других мам вот в таком совсем маленьком возрасте. Или же они видят, но потом уходят и забывают. У нас все-таки какое-то сообщество, которое между собой пересекается и частенько встречаются. И действительно очень интересно наблюдать за ростом детей. И уже у нас такие плотные связи возникают. Не только мама-мама, но и ребенок-ребенок. Уже какая-то дружба прям с такого возраста, совсем крохотного. Поэтому разные. Некоторые детки, которые постарше, приходят с разукрашками, рисуют что-то. Кто-то лепит. Иногда с нами танцевать начинают. Да. Супер. Дзяўчат, скажыце, калі ласка, таксама, дзе гэта ўсё праходзіць? То бок ёсць нейкія праблемы з памяшканнямі, і гэта, напэўна, каштуе шмат грошай. Ці вось хто вам дапамагае і як вы з гэтым спраўляецеся? Ну, на данный момент нашего личного помещения нет. Мы подыскиваем под каждый проект, под каждый курс какое-то адекватное этой теме помещение. Есть, конечно, свои сложности, но на данный момент мы берем в аренду просто почасовая оплата разные помещения. То есть мы передвигаемся по всему городу, у нас нет точки. І менавіта па гэтаму вы вырашылі пабудаваць мамскі дом. Мамскі дом, гэта нават гучыць мамскі дом. Вось так добра і цікава, гучна, моцна. Вось скажыце, а што гэта будзе і чаму гэта нам патрэбна? Мамский дом, простым языком, чтобы было понятно всем, это место отдыха и развития для мам с детьми. Если раскладывать это понятие по пунктам, то это такой мамский коворкинг. Мне больше нравится это название. Мамский дом будет отвечать на несколько вопросов и для нескольких категорий мам. Там будет и рабочая зона, где мама сможет сконцентрироваться на работе на компьютере, провести какие-то деловые встречи или просто пообщаться с подругой, прийти. Будет зона релакса, где особенно мамы новорожденных, грудных детей вот нуждаются в каком-то отдыхе, прикрыть глаза. Я не говорю, что она сможет там поспать, да, но, по крайней мере, выдохнуть. Восстановиться. Да, восстановиться. Будет активная зона, где, в общем-то, и будут сосредоточены танцы, йога, мастер-классы, курсы, тренинги различные. И будет кухня. Всем известно, что кухня сплочает. На кухне мы сможем перекусить, выпить ароматного чая, кофе, покормить ребенка. То есть мамский дом, он уютный, он для мам, он сам как мама, он будет максимально отвечать всем потребностям мам. Тацяна, таксама скажы, калі ласка, гэта просто твоя ідэя ці ваша агульная ідэя, ці усе мамы, якія да вас ходзяць, яны прыйшлі да гэтага, мабыць, і ці ёсць нейкі такі ж самы праект недзе за мяжой, мабыць, ты нешта чытала, ці была ў такім доме? Ну, сказать, что это моя идея,
будет не совсем правильно, потому что, конечно, она родилась у меня в голове, она какие-то очертания приобрела, но когда я выразила ее вслух и рассказала своему сообществу, я поняла, что эта идея, в принципе, витала в воздухе. Очень многие мамы что-то похожее хотели или мечтали об этом, или даже делали какие-то первые шаги, но что-то не получалось. Я думаю, что через меня эта идея просто должна реализоваться. По крайней мере, у меня есть такое внутреннее ощущение, что не я хозяйка процесса, и не я могу его останавливать или начинать. Оно течет как-то просто через мои руки. По поводу аналогов в мире, я не занималась поисками и сама не встречала что-то подобное. Я считаю, что даже если они есть, они, наверное, в каком-то другом виде, потому что все страны разные, и культура там разная, и менталитет, да. Поэтому наверняка что-то подобное есть, но я даже не хочу заниматься поисками, боюсь спугнуть всю концепцию, которая у меня выстроена. А вы памятаеце, якая была рэакцыя вось ваша, калі вы пачулі, што трэба мамскі дом рабіць і іншых дзяўчат, якія ходзяць да вас таксама? Ну, я, наверное, одна из первых, с кем поделилась Таня идеей, и я помню, что были немножко у нее, такие опасения, да, сработает, не сработает, стоит, не стоит, и я сказала: Таня, это надо, любая идея, если она рождается в голове, она должна преображаться в жизнь. И это крутая идея на самом деле. Если смотреть на эту концепцию гораздо глубже, что может дать мамам этот мамский дом, то эта идея очень крутая, и я верю, что ее ждет успех. Выдатна. Скажыце, калі ласка, тады уся гэтая ідэя, яна шыкоўная, думаю, шмат якія маці зараз нас глядзяць і слухаюць, яны падумалі: о, супер. Вось, але ж чаму, навошта мамам, у якіх і так ёсць свой дом, нейкі яшчэ мамскі дом? Вось на ваш позірк. Не может человек находиться в 4 стенах, в одних и тех же постоянно, да, все равно мы выходим. Как бы не оцифровывался мир, нам все равно необходимо выходить, куда-то приходить, встречаться. Особенно это актуально для мам, которые молодых мам. Очень важно на этом этапе собираться в женские сообщества, где можно поднимать вот эти волнующие вопросы, где можно заряжаться, ведь все знают о женской энергии, да, и как это восстанавливает и положительно сказывается на психологическом восстановлении. К тому же у нас будет и физическое восстановление, поэтому ценность тут неоспорима. Я еще могу сказать, я не знаю, как другие дети. У меня, например, мой ребенок очень любит выбираться из дому. Я думаю, что как маме, так и ребенку нужна смена определенной обстановки. Она у меня очень любит детей. Я думаю, что это тоже будет прекрасная адаптация перед садиком, да. И мне кажется, что сегодня, мамы сегодняшнего дня, они немножко другие, они активны. И мамский дом — это конкретно потребность для сегодняшних мам жить другой, активной, интересной жизнью, которую предлагает концепция. Я еще хочу добавить, к тому же, помимо обучения, просто развлечений, я хочу ввести такую категорию, как правильно сказать, не саморазвитие, а проявление себя. То есть каждая мама со своим любимым делом сможет себя проявить внутри этого дома. Мы сможем помочь не только научить, но и за счет нашей дружбы, нашего такого, скажем, клуба, да, мы сможем помочь ее деятельность продвинуть в общество. Сябры, на жаль, дзякуй вялікі, Тацяна, дзякуй, Алена. На жаль, наш час падыходзіць до конца. Хутенька скажыце, якая дапамога патрэбна? Финансовая. Да, мы сейчас находимся на этапе финансирования и запускаем краудфандинг в феврале, 10 февраля запускаем. Очень просим всех присоединиться, помочь нашему дому построиться, реализовать нашу мечту. Мы за это
безмерно благодарны. И будем ждать вас в гости. Спадзяюся, шмат хто зараз гэтае пачуў, дапамагайце, калі ласка, Тацяне, але не мамскаму дому, хай гэты праект жыве. З вами была Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё, не пераключайцеся.